В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Здравствуйте. Свободное владение двумя языками или несколькими, использование их на практике, по-научному называется билингвизм. Например, двуязычие в Якутии – явление обыденное, которое имеет свою историю и традиции. Тем интереснее премьера документального фильма «Уроки якутского». Сегодня у нас в студии автор и вдохновитель идеи фильма Владимир Федоров, народный депутат, предприниматель и меценат. Владимир Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Ну, расскажите, как вообще возникла идея о фильме «Уроки якутского», с чего все начиналось? Ну, вообще такой подобный проект, чтобы рассказывать о своей родине, истории края, культуре наших народов, это у нас не первый проект такой. У нас есть хорошие, интересные такие идеи, которые мы предлагаем, проекты уже по 20 лет, например, это Улекюге, дело спорится. В Хангаласском Улусе мы проводим такие соревнования, где семьями соревнуются между собой в ручной работе, в быту. И вот когда там колка дров идет, либо какая-то работа общая, люди пользуются двумя языками. Родным саха, сахалы и нучалы. То есть вот такой при работе интересный говор получается, и когда ты на это смотришь, понимаешь о том, что мы очень уникальны в этой части. Билингвизм вообще вот в среднем течении реки Лены это такой феномен, а я знаю, о чем говорю, в России в целом, у нас в республике, потому что эти языки, два языка, русский и якутский, они у нас родные. Я сам носитель где-то в коде в своем, родовом коде двуязычия. Поэтому для меня, когда я слушаю и слышу якутскую речь, сахалы, и для меня очень много понятных слов, которые для обычного жителя европейского непонятно. Собо, баретаучуги, тохсунун, когда мы говорим и так далее. Они говорят, зачем вы, почему вы так здоровы, прежде чем здороваетесь, вы говорите тохсунун. Мы всегда интересуемся, какие новости. И вот когда я много-много лет езжу, смотрю по республике, вот на это двуязычие, конечно, интересно было рассказать об этом. Я даже на самом деле до того времени не знал, что это называется билингвизм. И мы носители этого вот культурного кода. И вот 2 года тому назад вот идея возникла о том, чтобы снять какой-то фильм, какой-то тогда еще было. Потом пришла идея, значит, о народе, который общается на 2 языках, о людях, которые имеют корневые основы в этом, в семьях, сохраняют эту культуру. И что немаловажно, она передается из поколения в поколение. Вот здесь еще образовательная часть очень важна. Поэтому, да, мы подумали, и у меня есть соратники, которые решили, давайте сделаем об среднем течении реки Лены, о жителях, которые там проживают и находятся, много сказано. Это и рассказы об имщиках, это и об баганных, это и о их культуре, песнях, танцах. А вот язык, который дает возможность людям общаться и понимать друг друга, конечно, это вот впервые. Ну, интересно, как съемки проходили, узнать. Ну, 2 года мы занимались этим проектом. 2 года это выезды в любую погоду, время года, особенно это было зимой. Вот дорога у нас это проходит вдоль реки Лены, это мимо Ленских столбов, Синск. Вот тот район Хангаласского Улуса, он зимники не обустроены, и бывает, что заносы, и вот мы едем, выезжаем с Якутска в 5 часов утра, пораньше, еще до светла, чтобы световой день посвятить съемкам. Когда-то у нас пропадали дроны, когда мы отправлялись съемку делать, где-то улетали и замерзали, откалывались от мороза провода. Однажды приходилось в снегу, в таком насте 10-сантиметровом искать дрон. Один раз у нас перед Синском нас застал такой ливень, дождь, и это была осень, переезд через остров, и пришлось там ночевать в машинах. Это и форсирование ручьев, рек, это и ночевки где-то в таких старых заброшенных избушках, где-то там в машинах ночевали. Съемки были чем интересны, что
прежде чем мы начали материал рабочий набирать, я набрал обычного материала. То есть ездил, снимал на обычный телефон вот, красоты, природу, скалы, лошадей, как выгоняют скот зимой на водопой, как люди на санях ездят на лошадях, как выглядят скалы зимой под снегом. Это все. И я показал нашему режиссеру Сергею Анатольевичу Головецкому эти картинки через моего друга. Хочу его отметить, поблагодарить, Федора Луковцева. Он вот нас связал, и мы начали вот из этого материала делать. И когда мы первичный материал собрали, Головецкий Сергей Анатольевич сказал, вот этого уже хватит, это уже уникально. А на самом деле это было набрано, ну, как скажем так, вот с руки. Фильм был, фильмы делали сразу изначально документальный. Мы его готовили не просто к показу в республике для того, чтобы пока вот культуру саму раскрыть, мы его готовили на российский уровень. Потому что все сегодня, что в России нас связывает, это более 300 языков. Ну, наверное, где-то 300 языков точно есть в России. У нас в республике более 120 языков. Это общение, конечно, общение. Поэтому, и когда мы встречаемся с своими земляками, всегда первое слово «тохсунун». Тохсунун — это какие новости. Вот, и мы начинаем разговаривать. Не спрашивают, как у тебя здоровье, как у тебя семья, сразу про новости. Конечно, язык — это общение, язык — это наша сила, язык — это единение нашего народа, поэтому съемки были вот прямо настроены на то, чтобы мы слышали речь в быту, в тех условиях, в которых у нас люди живут, а мы на самом деле выживаем очень-очень не в простых условиях, и это само по себе интересно для европейского, ну, скажем, человека, да, и это уникально очень. Вот есть такой пример у нас, это когда мы еще 20 лет назад, более 20 лет назад, по идее, кстати, первого президента Михаила Ефимовича Николаева, начали организовывать вот эти вот соревнования между семьями, ну, вообще между наследниками Хангаласского Улекюге. Там как раз и показана вот эта вот даже разговорная речь, очень уникальная в быту. Там как раз вот показано в этих отношениях семейные традиционные ценности и выживаемость нашего. Кстати, на СВО наши ребята, они отличаются, вот, ну, может быть, от других тем, что они очень такие рукастые, умеют все делать, они неприхотливые, могут из ничего даже вот что-то создать, там, быт свой обустроить и так далее. Это все привязано к нашим условиям. И когда мы шли с нашими ребятами-всадниками, значит, в 2022 году через Россию в Москву, показывали выносливость нашей лошади, было видно, как вот буряти в национальных субъектах. Если на бурятском языке говорят, то только на бурятских, не миксируют его с русским. А мы разговариваем между собой, перемешку русский, сахалы. Это было для них интересно. В Алтае то же самое. Других вот национальных субъектов. Поэтому мы в этой части очень уникальны. И фильм сам по себе был направлен на уникальность наших отношений, сложившихся традиционных дружеских отношений в республике. Вот вы ранее сказали, что вы росли в двуязычной среде, вы, получается, билингв. Если да, то вот какое значение именно для вас? Да, я вот классический билингвизм. Значит, это когда дед говорит на сахалы, а бабушка не понимает русского языка. И даже переводы были, это было, когда я был маленький еще. Потом, к сожалению, в городской среде куарату Алла, я говорю, сахалы каратык, мин куарату Алла, я говорю, я на якутском языке мало говорю, потому что я городской парень. И все понимают, особенно те люди, которые из среды, что, да, действительно, город, он немножко утрачиваем в городской среде, мы утрачиваем, конечно, якутский язык, но вместе с тем, значит, когда в общении, когда ты поживешь какое-то время в этой среде, там, может быть, где-то на охоте или на мунухе, или просто в деревне, ты быстро подхватываешь, потому что слух и твой код генетически, он заложенные вот эти основы, он удерживает надолго, это никак не стерешь. Да, да, я классический билингвист. Возвращаясь к теме фильма, вот когда у нас премьера и где она состоится? Премьера, Дарья, у нас завтра, 7 ноября. Этот день специально выбран.
Вот был День народного единства, вот этот период. Мы как раз вот попали в тот момент, когда президент буквально вчера озвучил, что 26-й год будет годом народного единства в России, народов России в целом. В июне месяце вышла концепция или стратегия развития национальных языков в России, в наших субъектах, в областях, в республиках. Даже праздники определены. И завтра мы будем показывать премьера, первый фильм, вот так широкой публике, в кинотеатре «Лена» в 16 часов. Но это будет не крайний раз, когда мы так вот будем показывать его в Якутии широко. Мы его будем еще раз показывать. Это я об этом сообщу нашим телезрителям и нашим землякам, когда это будет. Завтра мы его сделаем такую презентацию, и потом мы будем готовить его на российские фестивали. Фильм наш должны увидеть россияне. Они увидеть должны, как мы относимся к этому, как мы живем в этой среде, какая у нас культура отношений, какие традиции. И билингвизм, он как раз попадает вот в стратегию, то, о чем сказал президент вчера и еще в июне месяце, что Россия — это та страна, которая объединяет не просто многоязычие, а многонациональность народов России. В этом наша сила. Нас никогда не сломят ни одни потрясения, потому что мы с этим живем столетиями, мы в этом уживаемся, и самое главное, мы по-другому не видим. Другой жизни для нас нет. Только вот в согласии, в взаимоотношениях, и будем разговаривать на всех языках. Мы еще и их научим говорить на якутском языке, поэтому пусть ждут там за океаном, что якутский и русский язык будет слышен у них. А как продвигать фильм будете, кроме как отправлять на российский фестиваль? Ну, во-первых, в первую очередь, это еще будет один показ в Якутии у нас. Потом это будет где-то выложено на одних из кинематографических площадок. Это, скорее всего, «Мост». Мы будем его демонстрировать, фильм, на фестивалях в Москве, и потом, возможно, это будет на программах «Культура», например, или других федеральных каналах, где мы его будем показывать. Ну и, конечно, будем пропагандировать его в других субъектах Российской Федерации для того, чтобы люди увидели наши отношения. Ну и напоследок, какое важное сообщение вы бы хотели передать зрителям, кто говорит на русском и на якутских языках? Ну, хотел бы для наших земляков, жителей республики, горожан, кто будет смотреть фильм, мы сделали его для того, чтобы мы еще раз вспомнили о том, что единение в республике, единение в России — это сила наша, это наш генетический код, культурный код народа. Мы должны это пропагандировать с вами, закреплять и в общеобразовательных целях обязательно внедрять это еще и в школах в будущем. И, скорее всего, наверное, это надо будет сделать целую стратегию межнациональных интересов, языка и культуры народов, населяющих республику и нашу страну. Спасибо, Владимир Юрьевич, что сегодня к нам пришли. Надеюсь, желающих посмотреть фильм будет действительно много, и будет возможность еще посмотреть на платформах онлайн. Да, будет. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.